Это реконструкция одного из боев Великой Отечественной войны. Солдаты Красной армии атакуют бойцов вермахта. Враг крепко засел в траншеях, но вот в бой вступает артиллерия. И фашисты повержены. Над полем сражения реет знамя победы. Флаг Советского Союза наш символ, да, нашей истории и нашей победы великой. Он неоценим. С 42 по 43 годы в этих местах развернулась Ржевская битва. Одна из самых ожесточенных и кровопролитных за всю историю Великой Отечественной. Несмотря на название, битва не была сражением только за Ржев. Она состояла из отдельных операций, которые позволили отбросить немцев как можно дальше от Москвы. На защиту Родины тогда встали воины со всех уголков Советского Союза. И именно в этих местах воевал якутянин, снайпер без промаха, герой Федор Матвеевич Охлопков. Он прошел всю Ржевскую битву. Сегодня его имя носит военно-патриотический лагерь, где в 4-й раз прошла дальневосточная смена «Вахта памяти Ржев Дальний Восток». По традиции на закрытии сезона показали реконструкцию победного боя. Молодцы, ребят, молодцы! Поздравляем с победой! Конечно, сегодня это была просто реконструкция, но было очень хорошо, и я думаю, что все ребята тоже очень счастливы. У меня форма советского солдата времен Великой Отечественной войны. Не жарко в ней? В ней жарко, конечно, но понимая то, что мы сейчас переживаем и то, что они пережили тогда, это ни о чем. Якутянка Валерия Савинова приехала в лагерь Охлопкова во 2-й раз, но впервые приняла участие в реконструкции. В роли медсестры она оказывала помощь раненым. Для большей реальности даже жгут взяла. Первым делом жгут. Это самая необходимая вещь. Также несколько бинт. Вот. Эта реконструкция нужна для того, чтобы показать нам, что происходило в реальной жизни в этом месте в годы Великой Отечественной войны. Сегодня о тех сражениях напоминают и находки ребят. Около 60 студентов из Дальневосточного федерального округа и новых территорий страны на протяжении 2 недель занимались поисками без вести пропавших солдат Великой Отечественной войны, их вещей и документов. Прочесывали поле за полем, копали и в лесу. По некоторым данным, в этих местах погибли более 600 тысяч красноармейцев. Их останки стараются поднять поисковики. Схема 62 и аэрофотосъемки – это то, с чем приходится работать перед полевыми выходами. Большую часть времени это наложение карт, наложение аэрофотосъемок, чтобы выйти уже непосредственно к тому месту, где лежат наши с вами соотечественники. Пойдемте в музей. Военная форма, каски, оружие, боеприпасы – это лишь малая часть находок студентов. В полевом музее лагеря хранят экспонаты, которые пролежали под землей более 80 лет, а нашли их пару дней назад. Главное орудие поисковиков – это такие металлоискатели и металлические щупы. С помощью них ребята и находят военные артефакты. На этом стенде, например, расположились боеприпасы разных калибров, а на соседнем столике мы видим даже противопехотную мину заграждения. А рядом, обратите внимание, затвор винтовки Мосина. Советские солдаты в случае гибели старались попросту избавиться от таких затворов, чтобы оружие не досталось врагу. Мы этим и занимаемся. Мы, грубо говоря, трогаем, находим гранаты даже. Что самое удивительное удалось найти в этом сезоне? В этом сезоне, на самом деле, самое важное, что мы можем здесь найти, даже несмотря на разные виды оружия и так далее, это найти медальон с запиской, с именем человека, который, возможно, погиб на этой земле. Вот, да, мы нашли медальон в этом году, но он оказался пустой. Причем для медальона есть соответствующие правила. После того, как вы его находите, нужно быстро завернуть его в клочок земли, положить в пакет, чтобы то, что там лежит, не разрушилось, потому что прошло уже практически 80 лет. Солдатский медальон – находка редкая. Во-первых, по размерам он едва ли больше половины спичечного коробка.
поэтому найти его в толще песка и грязи – большая удача. Во-вторых, ту самую записку внутри медальона с вопросами «как зовут?», «когда родился?», «откуда родом?», многие бойцы просто не заполняли. Верили в примету «запишешь данные – погибнешь». Называли медальон смертным. В рядах бойцов Красной Армии было такое поверье, что смертный медальон не стоит заполнять, потому что это несет там гибель на поле боя и так далее. Плюс как бы курили все папиросы, что-то типа примы, и из него очень часто делали мундштуки. Много находится тех вещей, которые превращались в элементы окопного творчества, на которых были изображены родные края, имена, имя матери, адрес матери. Найденный медальон уже был открыт, содержимого не было, внутри была земля и песок. И наш куратор, главный в отряде, выдвинул такую теорию. Командир погибшего солдата, чей медальон мы нашли, открыл медальон и взял документ с собой. Главная задача поисковиков – увековечить имена павших героев, найти останки без вести пропавших солдат. 4-й смене лагеря Охлопкова удалось это сделать. В этом году ребята подняли 6 красноармейцев. Их имена еще предстоит установить экспертам. На самом деле, чем меньше, тем лучше. Как у нас принято говорить, война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Вот уже 80 с лишним лет поисковые отряды плюс санитарные бригады тогда отрабатывали. Сейчас поисковые отряды каждый год на Ржевской земле захоранивалось порядка 2500 человек. В этом году эта цифра стала 773. 773 человека, которые в этом году обрели покой. Я считаю, что когда в 3 раза меньше стала цифра, значит поисковые отряды работают продуктивно. Борщ есть? Сегодня у нас гороховый. Ура! Завтра будет весело, ребят. Сегодня. Как вам суп? Замечательный. Передай тарелочку, пожалуйста. Очень вкусный. Вот это? После поисковой деятельности вы возвращаетесь в свой лагерь. Живете вы вот в таких палатках чудесных. Ух ты, как у вас тут уютненько. Ну что, Наталья, расскажите. Вы в таких палатках прожили 2 недели, и в одной палатке живет по 2 человека. По 2 человека, правильно. А в палатке в начале того, как мы сюда приезжаем, нам выдают небольшую пенку, которая служит таким матрасом, да, и выдают по спальнику. В принципе, все остальное нам больше и не нужно. Все остальное мы добываем сами, либо привозим. Всего из Якутии в лагерь Охлопкова в этом году приехали 20 человек. Из Якутии нас много. Например, если перечислить институты, то это СВФУ, АГИКИ, АГАТУ, ЧЕВКИС. Всего 20 человек. Я привез в лагерь студентов, их 3. Если считать вместе со мной, то нас 4 с Чевкиса. Студенты очень довольны, они под большим впечатлением. Говорят, что в следующем году снова приедут в лагерь Охлопкова и меня с собой возьмут. Уже 2-й год приезжают студенты из Донецкой Народной Республики. Ребята из Якутии — это вообще что-то нечто на самом деле. Это вообще другие люди. Вот правда другие люди. Это люди, которые душевные. Вот, они очень дружелюбные. Я даже не знаю несколько слов на якутском. Вот, да. Бастабл. Что это значит? Уважение. Ну, мы его так среди парней называли друг другу, когда что-то там помогали, еще что-то, типа, типа, уважаю. Впервые в лагере Охлопкова представители Запорожья. У нас первый раз вот ребята, 2 представителя Запорожской области, 2 Дмитрия, участвуют в этом мероприятии. И впервые представители Херсона. Являюсь студенткой Херсонского государственного педагогического университета, кафедра социальных наук, менеджмент, управление бизнесом. Это у меня 2-е образование. Елена и ее однокурсница Людмила узнали о лагере Охлопкова в университете. Будучи активистками, они поспешили подать заявку на отбор. Бабушка моя была глубоко верующая женщина, и она получила похоронки на всех своих сыновей. Когда последнюю она получила, она вынесла икону из дома и сказала: для меня Бога больше нет. Настолько это близко к нашей семье. Ну и как бы я считаю, то, что мы приехали и поучаствовали в этом, это моя дань. Дань памяти всем тем, кто это прошел, и тем, кто вернулся, и тем, кто остался в этих землях. Отличницам и спортсменкам, да еще и старостам учебных групп не было равных. Так, по итогам собеседования, они оказались в лагере Охлопкова в Ржевском районе.
Мы приехали первые с Еленой в воскресенье, мы приехали в 10:30 утра, здесь еще никого не было. Как-то вот первые день-два, наверное, нас как-то сторонились, потому что мы более старше, и как-то они стеснялись. Ну, потом мы сплотились все так, мы на той неделе выиграли все возможное. Мы первое место выиграли лидера, мы первое командное заняли, то есть как-то вот сгруппировались и все, и мы просто вот командой были. И сдружились, несмотря вот правда на разницу в возрасте. 20 лет разницы, они нам в дети годятся. Дима один! Бегом! В следующем году мы планируем тоже приехать. Впечатления просто эмоции переполняют. За 2 недели участники 4-й смены лагеря имени Федора Охлопкова стали одной большой семьей. Помимо поисковой деятельности, ребята обучились тактической медицине, начальной военной подготовке. Вечера завершали свечкой, то есть песнями у костра. И, конечно, делились впечатлениями. Они у них самые положительные. Следующая смена лагеря Охлопкова юбилейная, 5-я по счету. Откроет свои двери в июле 25 года. Многие обещали вернуться, встретиться вновь. Наши солдаты брали, получается, немецких фашистов. Ну, это история. Вообще важно очень ездить в такие лагеря, чтобы, ну вот с каждым днем просто ты больше чувствуешь вот какой-то гордость за вообще себя, что ты здесь, гордость за всех предков, которые отдали жизни, за то, чтобы мы сейчас жили вот такой спокойной, мирной жизнью. В следующем году приедете? Обязательно, да, обязательно приеду. Мне очень понравилось. Уверен в том, что судьба нашей страны, если она в руках таких ребят, то за страну можно не беспокоиться. Она будет в безопасности, она будет свободной и развивающейся. Дальний Восток! Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Ржевский район, Тверская область.